Вниманию работодателей! Согласно указу главы Республики Саха-Якутия от 28 февраля 2024 года номер 220, в 2024 году установлен запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха-Якутия, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по следующим видам экономической деятельности: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающее производство, производство пищевых продуктов, напитков, одежды, мебели, строительство и торговля, хранение и транспортировка, в том числе такси, деятельность гостиниц и общественное питание, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, образование, здравоохранение, научная деятельность. Запрет распространяется на всех работодателей, в том числе физических лиц, привлекающих работников для обеспечения личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Запрет не распространяется на иностранных граждан, временно и постоянно проживающих на территории республики, граждан, прибывающих из стран-государств, членов Евразийского экономического союза, а также граждан, прибывающих из стран с визовым порядком въезда. Несоблюдение работодателем или заказчиком работ, услуг, установленных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, ограничений на осуществление отдельных видов деятельности влечет административную ответственность по части 1 статьи 18.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В рамках педагогической декады в Якутии в историческом парке «Россия. Моя история» прошло торжественное открытие выставки, посвященной Дню Учителя. В мероприятии приняли участие министр образования и науки Республики Саха-Якутия, представители молодого и заслуженного педагогического поколения, а также будущие учителя. В прошлом году в Российской Федерации был проведен год педагога и наставника, в рамках которой была проведена очень большая работа. Было издано методическое пособие, наверное, сборник наших династий педагогических, в которые были включены представители 35 улусов и городских округов нашей республики. Это 192 династии. Конечно, издание очень добротное, большое, где были описаны все начала этих педагогических династий и работники, состав этих династий, да, их опыт педагогический, где они работали, каких высот достигли, сколько у них было учеников. Ну и, конечно же, это подсчет педагогических династий, сколько лет и сколько поколений, да, наших педагогов работает в республике. И благодаря тому, что в этом году Министерство образования и науки пополнилось новым государственным учреждением, нашим музейным комплексом «Россия. Моя история», и в наших рядах системы образования и науки появился очень креативный, современный музей, в котором действительно мы очень нашли много полезного для нашей системы образования. В первую очередь это патриотическое воспитание, не искажение истории, где каждый обучающийся педагог может обратиться и посетить залы, узнать очень много полезного в интерактивном формате. В рамках рабочей группы по подготовке августовского совещания было предложено музею подключиться и организовать выставку. И какое удивление для нас было! Вот современное, очень доступное представление наших педагогических династий. Из наших 192 педагогических династий были отобраны представители из каждого улуса. И мы во время августовского совещания представили выставку 24 педагогических династий в интерактивном формате. И сегодня в стенах музея уже в рамках декады педагогической, в День учителя, во время общения мы смогли воочию увидеться с этими педагогическими династиями, да, и представителями этой выставки. Конечно, я думаю, для каждого педагога и будущего педагога, работающего в нашей республике, будет очень интересно в краткой, доступной, яркой форме побольше узнать о наших педагогических династиях. И, возможно, это принесет интерес для будущего поколения наше и наших молодых учителей будет еще больше. Познакомьтесь с историей и достижениями выдающихся учителей, чьи семьи передают знания из поколения в поколение.
Историческому парку «Россия. Моя история» исполняется 7 лет. В честь этого объявляется конкурс макетов. Задание простое. Создайте макет здания или помещения исторического парка «Россия. Моя история». Призовой фонд 20 тысяч рублей. Подробности в наших социальных сетях. В рамках педагогической декады в историческом парке «Россия. Моя история» прошел праздничный фестиваль, посвященный Дню педагогов дополнительного образования. В историческом парке «Россия. Моя история» проходит выставка декоративно-прикладного творчества, а также по разным направлениям дополнительного образования. Это агропрофилированное образование, краеведческая работа. Потом у нас участвуют такие социальные партнеры, как волонтеры Республики Саха-Якутия, волонтеры Победы. Также Центр «Воин» представляет свою работу, показывают, пропагандируют работу в этом направлении. И надо сказать, что активное участие принимают учреждения дополнительного образования Республики, Черопчинского, Горного, Полусов. И на втором этаже проходит выставка работ, рисунков победителей республиканского конкурса по изобразительной деятельности среди детей «Пою мое Отечество». Всех работников, специалистов системы дополнительного образования с Днем дополнительного образования. В завершении праздничного фестиваля исполняющий обязанности министра образования и науки Якутии присяжный Михаил Юрьевич вручил знак отличия «Гражданская доблесть» заместителю директора музейного комплекса «Моя история» Дьячковской Марианне Артуровне. Историческому парку «Россия. Моя история» исполняется 7 лет. В честь этого объявляется конкурс макетов. Задание простое. Создайте макет здания или помещения исторического парка «Россия. Моя история». Призовой фонд 20 тысяч рублей. Подробности в наших социальных сетях. Знаменательный день, в День ОМОНа, в историческом парке «Россия. Моя история» состоялось торжественное открытие выставки «ОМОН. Бизон Росгвардии на защите Отечества», рассказывающая о служебном пути и подвиге якутского ОМОН «Бизон» с момента его основания по сегодняшний день. Здесь, наверное, нужно обратить внимание, что сама тема актуальна. ОМОН – это олицетворение правопорядка, это даже в среде правоохранительных органов. Вот. И в истории общества обойти вот эту тему довольно сложно. Без нее никак. Да, может быть, она для некоторой части населения ассоциируется, прямо скажем, не лучшим образом, но это доказывает эффективность существования таких подразделений. Они были нужны в начале 90-х годов, когда создавались, они нужны и сейчас. На выставке представлены исторические экспонаты, отражающие различные этапы службы отряда, фото и документальные материалы, обмунирование и оснащение бойцов, а также изъятое оружие и трофеи из чеченских кампаний и специальной военной операции. Наконец-то на сегодняшний день, день как раз создания отряда по мобильному особого назначения Российской Федерации, войск Национальной гвардии Российской Федерации, приуроченный к этому дню мы сегодня открываем наш музей. Но я очень надеюсь, это только начало, и будем продолжать. И продолжаем, и работу с молодежью нашей, подрастающее поколение, во всех отношениях. Особое место в экспозиции занимают материалы, посвященные памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
что я хочу сказать, да, что вот про эту выставку, как я уже говорил, выставка это, идея этой выставки уже долго витала, как бы долго мы хотели эту выставку собирали, ну, единственное, что нам не хватало места, то есть долго подыскивали место, вот, наконец-то вот договорились с директором музея, с руководством музея, нам предоставили вот это вот помещение, композицию. Большая благодарность, конечно, директору музея, именно что вот пошли нам навстречу. И что характерно, да, к юбилею отряда, именно к 3 октября, это сегодня День ОМОН России, вот, и подготовили эту выставку. Хочу сказать, что все вот эти вот данные экспонаты музея, это все экспонаты, привезенные из командировок, с боевых командировок, которые осуществлял ОМОН на Северный Кавказ. В данное время отряд выполняет служебно-боевые задачи в зоне СВО. Все, то есть это все рабочие моменты. Все это жизнь отряда, которая вот уложилась вот так вот 31 год существования отряда нашего. Да, еще раз хочется поблагодарить сотрудников национального парка, директора, в лице его директора и всех, которые нам помогали сюда за открытие, за предоставление этого места. Они не только предоставили место, они помогали нам с вот обустройством вот этого вот всего помещения, всеми своими консультациями, помощями, всем. То есть благодаря им вот эта вот как бы выставка организовалась в данный момент. В историческом парке «Россия. Моя история» вы не только можете посетить мультимедийные выставки и различные мероприятия, но и приобрести на свой вкус книжную и сувенирную продукцию в музейном магазине. Здесь вы найдете многообразие товаров, включая новинки об истории Якутии. Многое, что присутствует в этом сувенирном магазине, и книги, и какие-то сувенирная продукция, она довольно уникальна. В ней приложены наш труд, и наши идеи творчества. Вот. Книги, которые здесь представлены, их, наверное, больше нигде не купишь, потому что это специальный заказ, авторские работы. И вот буквально месяц назад мы выпустили книгу «Тайны якутских фамилий» камчатского автора. Это, собственно, казацкие фамилии, которые шли навстречу солнцу, вот, еще с 18 века, и которые сегодня широко распространены в Якутии и дошли до Камчатки, до Русской Америки, Охотского края, ну и, как говорится, до всех дальних рубежей нашей России. Ждем вас в историческом парке «Россия. Моя история» по адресу Уткина, 5. Историческому парку «Россия. Моя история» исполняется 7 лет. В честь этого объявляется конкурс макетов. Задание простое. Создайте макет здания или помещения исторического парка «Россия. Моя история». Призовой фонд 20 000 рублей. Подробности в наших социальных сетях.